Добрый вечер, хайырлы дуслар. Сегодня у нас пятница, и мы сегодня с Бахтияром Измайловым. Добрый вечер. Да, будем обсуждать тему, связанную с переписью. А пока что, дуслар, напишите, пожалуйста, в чате, как звук, как качество звука, как уровень звука, потому что мы пока немножко такую настройку сделаем. Вот, дуслар, давайте поактивнее, значит. Пока вы нам пишете и рассказываете, как у нас звук, значит, я начну раскрывать суть нашей сегодняшней передачи. В общем, мы сегодня с Бахтияром будем обсуждать вот такую интересную книгу «Татары в переписях населения». Эта книга опубликована Институтом истории Марджани. Эту книгу можно скачать на сайте Института Марджани, и она нам рассказывает о том, как татары фиксировались в переписях, то есть в переписях Российской империи и в переписях Советского Союза, в том числе и Российской Федерации тоже там. Да. Вот. Значит, лично для меня, что здесь тронуло в этой книге, когда я ее исследовал, изучал, читал. В общем, это последняя перепись Российской империи 1897 года, когда, в принципе, впервые переписчиками и самим государством был поставлен вопрос о том, чтобы все-таки узнать, что за национальности проживают на территории Российской империи. Отсюда возник вопрос, значит, о родном языке, откуда и, собственно говоря, выводилась причастность человека к тому или иному этносу, нации, да, и вопрос о вероубеждениях. И, значит, дальше уже пошли переписи Советского Союза. И здесь в книге очень много фактуры. Книга действительно богата на фактуру о том, как различные этносы, там типтяри, мишари, кряшины, нагайбаки, то входили в татарскую нацию, то обратно выходили из татарской нации. Лично для меня, например, было открытием, что, оказывается, мы с крымскими татарами до переписи 1959 года были одной единой татарской нации. Это для меня, конечно, было такое вау-открытие, хотя я вроде бы и на истфаке учился, и у нас курсы этнографии были. Вот. И вот после этого дороги, значит, поволжских татар, татар России пошли в одну сторону, а, значит, крымские татары пошли вот по своей, значит, уже другой исторической линии. И сегодня, значит, мы с Бахтияром Измайловым обсудим этот вопрос, но предварительно к нам уже поступил один очень хороший, очень качественный вопрос от нашего, значит, зрителя, комментатора. Вопрос пришел мне ВКонтакте, и он пришел от человека, который действительно прочитал эту книгу. Вот Ядыгар Ярмеев, значит, он пишет следующее. В книге «Татары в переписях населения» имеется объяснение, что в графе «сословие» позволяли написать вместо крестьянина сословие «башкир» или «типтяр», «мишар», а затем при обобщении результатов в этой графе написали «крестьянин», а данные из этой графы перенесли в графу «родной язык». Не могли бы вы по своим каналам, чтобы были опубликованы документы с приказами или доказательства подмены этих граф? Вот цитата из книги. Тут уже человек нам вот прям из этой книги зачитывает цитату, но я зачитаю эту цитату, это очень интересно. Важно отметить, что в 1897 году в графе «Сословие» переписного листа указанные группы населения при Урале впервые должны были записаться крестьянами, в статусе которых они находились с 1865 года. Ну, с года, получается, отмены крепостного права, да? Даже не отмена крепостного права, а когда уже башкирские вот эти все права потеряли свое значение. Актуальность, да? Да. Однако, учитывая менталитет сельского населения, стремясь не вызывать волнений на этой почве и тем самым обеспечить беспрепятственное производство статистического мероприятия, главная переписная комиссия Центрального статистического комитета, то есть, современным языком говоря, Росстат Российской империи, разрешила счетчикам в графе переписного листа сословия записать вместо крестьянин их прежнюю сословную принадлежность, башкиры, например. Благодаря данному новшеству потомки бывшего башкирского войска записали себя в графе сословия башкирами, а также башкирами из мещеряков, башкирами из типтярей.
При подсчете и издании материалов переписи по губерниям Центральный статистический комитет упразднил эти сведения, записав в графе сословия их реальный статус – крестьянин. При обобщении результатов переписи, игнорируя подлинные показатели респондентов в графе «родной язык», Центральный статистический комитет заменил их данными из графы «сословия». То есть, получается, сословие превратилось в родной язык. Да. То есть сословие Типтяр, сословие Мишар превратилось в типтярский язык, мишарский язык. Необходимость такой подмены официально объяснялась стремлением выделить эти группы населения, две народности, из состава башкир, хотя мишерякский был диалектом татарского языка, а типтярского языка и вовсе не существовало. Вот таким интересным вопросом задался, значит, наш комментатор, наш зритель нашего YouTube-канала. Бахтияр, давайте вам слово, давайте потихонечку начнем, значит, разбираться с этой книгой, о чем там написано. Да, здравствуйте, друзья. Действительно, книга, она научно-популярного характера и призвана показать, как менялась численность, как менялся состав татарского народа на протяжении нескольких веков. Ну, буквально мы берем начало с первых ревизий, которые проходили в начале XVIII века, и заканчивая последней переписью населения в России в 2010 году. Для нас было важно показать, что на протяжении ряда эпох само понятие и сама фиксация татарского населения зачастую проходила по разным критериям. И возвращаясь как раз к переписи 1897 года, надо сказать, что переписи, или так называемые эти ревизии, которые проходили на протяжении XVIII века, первой половины XIX века, они фиксировали сословную принадлежность, поскольку основная функция вот этих ревизий была административно-фискальная. Необходимо было составить список людей, которые должны были платить подати государству. То есть государству было важно узнать, кто должен налоги, а не какие там налоги. Да. То есть ему важно было зафиксировать, какие народы, даже не народы, а какие сословия проживают, потому что в зависимости от того, какому сословию ты принадлежишь, ты платишь и, соответственно, различные подати. И вот в этой связи для государства, в общем, национальность этих респондентов была совершенно не важна. И для государства было важно зафиксировать их сословные различия между собой. Но в 1857 году прошла последняя перепись, она дотянулась до 1858 года, но уже к середине XIX века в Западной Европе, надо сказать, что возник вопрос о том, как фиксировать это население. Проходили различные статистические съезды международные. Россия, на удивление, игнорировала первые два съезда международных, но уже с конца 50-х, с начала 60-х годов, особенно при активном участии Петра Семенова-Тянчанского, происходит становление науки и статистики в России. И вот как раз в Петербурге в 1870 году проходит Международный статистический комитет, на котором принимается решение, что подтверждается, точнее, решение предыдущих съездов о том, что необходимо фиксировать респондентов не только их сословную принадлежность, а национальность, родной язык, грамотность, и еще несколько пунктов, которые на протяжении всего времени они уточнялись. И вот для России Семен просил провести эту всероссийскую перепись населения, поскольку действительно после того, как ревизии прекратились, сведения о численности населения и даже предшествующие этой переписи книги выходили из журналов, в которых писалось о том, что точных данных о количестве населения Российской империи на данный момент нет. Поскольку действительно всероссийской переписи не было, раньше основным материалом по численности населения были ревизии, то сейчас этот вопрос возник. И здесь надо сказать о том, что да, было принято решение о проведении всероссийской переписи населения в 1897 году. Надо сказать, что не все такие критерии международной статистики были учтены. Дело в том, что в Российской империи по-прежнему не предполагалось учитывать национальность респондентов, то есть по тому, как
задают им вопрос о том, к какой национальности вы себя относите. А это государству было неинтересно или государство пока еще с этим вопросом Я не думаю, разобралось? что государство просто было еще не готово к тому, чтобы вот зафиксировать, что на территории Российской империи проживают другие национальности. То есть народы, ладно, но национальности это уже другой вопрос. Но и сама Российская империя была в первую очередь сословным государством. И здесь им важно было все-таки уточнить список вот этих сословий. Другое дело, что вот в 1895 надо сказать о чем? Что каждой переписи предшествует большая работа. Но и в частности, перед каждой переписью, как правило, составляется список, алфавитный список народов или алфавитный список языков, которые используются на территории российского государства. Но вот такой список был составлен специально для того, чтобы когда приходит учетчик куда-то и переписчик приходит в население, опрашивает население, чтобы у него был четкий список, какие могут быть варианты ответов на вопрос о родном языке или на вопрос о национальности. И вот в 1895 году был такой составлен список, общий список народов Российской империи. И в него были включены 140 народов всего. А что интересно, вот как раз возвращаясь к вопросу о том, почему не фиксировалась национальность, в введении к этому общему списку было в частности написано, что несмотря на то, что в Российской империи 140 народов различных проживает, надо сказать, что Россия, вот я даже цитату сделаю, Россия есть достижение русской народности. То есть народность была в первую очередь русская. Все остальные народы находились в процессе вот этой как раз освоения русской народности, вот этой огромной территории. И вот по этому общему списку татары, в частности, были выделены татары, тептяри, мишари, башкиры. Причем татары были поделены даже на 7 различных групп, которые проживают в Российской империи. И по сути своей в какой-то степени вот такое некое разделение татарского народа на различные региональные группы, оно вот началось еще с 1897 года. А вот известно, можно понять, как вот это разделение происходило там? Это ученые делали, этнографы делали, или это какие-то на местах вот руководители губернии какие-то справочки готовили? Ну, здесь, конечно же, издавал этот список вот этот Центральный статистический комитет. По всей видимости, основу вот этого как раз Центрального статистического комитета составляло, как правило, было Российское географическое общество, которое как раз и представлял Семен Тяньшанский. И они проводили описание вот этих народов. Вероятнее всего, они взяли вот за основу как раз те предложения, которые выступали от этого общества. Ну и здесь надо говорить о том, что фиксация вот этого населения, оно во многом проходило по тем сословиям, которые были приняты вот в самих ревизиях. То есть вот как в ревизиях было принято в свое время фиксировать вот эти сословия, так, в общем-то, эти сословия воспринимались часто в Российской империи, в том числе и как некие народы. То есть, по крайней мере, сообщность людей. Вот. И здесь нужно еще говорить о чем, что Российская империя ведь тоже на протяжении, особенно в конце XVIII века проходит масса, и на протяжении всего XVIII века проходит масса академических экспедиций, знаменитые публикации книг, описание всех инородцев, того же Георгия или Палласа, они все, по сути своей, когда путешествовали по Российской империи, в какой-то степени вот эту империю представляли в виде вот различных народов, которые здесь проживают. То есть им, в общем-то, не так важно было даже, как они, в чем их, есть ли какие-то принципиальные различия, для них важно было зафиксировать наряды различные. То есть они таким образом, некое такое изобретение империи, народов империи происходило вот именно в этот период. И по большому счету, вот в XVIII веке это все, вот эти сословия так или иначе были зафиксированы. И здесь нужно еще сказать о том, что вот перепись 1897 года, поскольку не фиксировалась национальная идентичность, не фиксировалась национальность, а фиксировалось сословие, то основным маркером для определения, что же за народ здесь проживает, являлась графа «родной язык», по которому как раз и определяли респондентов. Вот в частности, татары и различные тюркские народы, которые проживали на территории Российской империи, они даже фиксировались в конечном итоге в так называемой
группе тюрко-татарские языки, куда входили и башкирский, мишарский, татарский язык. Что касается вот как раз здесь этого вопроса. Дело в том, что сама перепись населения, когда проводилась, есть очень хорошая монография Ильдуса Кудусовича Загидуллина по переписи 1897 года, где он как раз очень подробно на этом останавливается. Но важно было что в этот период, когда происходила фиксация, то переписчики по большому счету оказывались, особенно это наиболее сложная ситуация складывалась в Приуралье, поскольку здесь проживало довольно много народов, и многие из них отнесены были к различным сословиям, то необходимо их было как-то фиксировать. Среди мусульманского населения, например, 1897 года перепись вызывала вопрос. Они считали, что, возможно, это подготовка к крещению. Муфтий даже вынужден был издать указ, по которому говорил, что ничего страшного эта перепись не несет, в общем, ничего не бойтесь. В ряде случаев даже отмечались бунты и восстания против переписчиков. И действительно там сохранились до нас, дошли сведения о том, что это были такие, особенно в Уфимском уезде они проходили. Недовольство людей выливалось в то, что переписчиков просто избивали. Туда отправляли военные команды для подавления этих событий. Ну так вот, и когда второй вопрос возник, кроме того, что когда приходили к татарину или башкирину и говорили о том, что необходимо зафиксировать тебя как крестьянина, он считал, что его хотят зафиксировать как христианина. И для него было важно указать, что он является мусульманином. В этой связи он отказывался признавать себя крестьянином и писал, например, обязательно указывал, что он башкир, или он татарин, или мусульманин, таким образом подчеркивая свой статус. И вот переписчики стали перед такой сложной проблемой, поскольку часть населения продолжала упорно писать, вот в графе сословия они писали себя либо башкирин, башкирец, типтярин, татарин, мещеряк, мишарин. И количество вот этих сословий было наименование этих сословий было значительным. В этой связи единственной графой, по которой можно было определить принадлежность этого населения, была графа «родной язык». Но поскольку часть башкирских, в частности, деревень, татарских деревень, отказывались писать себя как, собственно, крестьянин, поступил циркуляр от губернатора, который согласовал это с Центральным комитетом, о том, что мы это население будем фиксировать в разряде сословия, мы будем фиксировать как башкирин, но впоследствии, когда уже будет объединяться и обобщаться материалы вот этих переписей, вот это сословие все равно будет записано, они будут записаны как крестьяне, а наименование башкирин или мещеряк будет переноситься в раздел «Родной язык» для того, чтобы просто-напросто определить, что же за народ проживает на этой территории. И таким образом хотя бы вычислить его численность. Иначе, был бы, в общем, такой кавардак полный, непонятно было, как бы это население фиксировать. И вот как раз, отвечая на этот вопрос, откуда можно получить вот эти сведения о том, что действительно проходили замена сословия, наименования сословия на раздел «Родной язык». Дело в том, что по итогам вот этой всероссийской переписи 1897 года был специально подготовлен общий свод по результатам этой переписи, где на одной из первых страниц как раз пишется о том, что проблемы возникли при фиксации сословной принадлежности и родного языка. И говорилось о том, объяснялось населению, что вот эти графы были заменены, поскольку определить, что это за население, тогда было бы невозможно, если бы остался, например, по всей видимости, в графе «Родной язык» оставался в первую очередь татарский язык. И поэтому часть из графы сословия, башкирцы, типтяри, они переносились на родной язык, и таким образом происходила эта фиксация. То есть вы можете ознакомиться, просто скачав, он и в интернете есть в свободном доступе, вот этот общий свод по итогам, по результатам переписи, всероссийской переписи населения. Это раз. Во-вторых, есть замечательная книга и целый ряд статей Ильдуса Кудусовича Загидуллина, который на материале архивном и в том числе на материалах опубликованных как раз пришел к тому выводу, что вот эта графа была
заменена. И приводит конкретные документы на этот счет. Его статья, например, об особенностях проведения переписи в Уфимском уезде, в Уфимской губернии, можно посмотреть там. Она опубликована в одном из истории и культуры народов Поволжья и Приуралья, сборнике статей. Он тоже есть в открытом доступе. Он специально приводит в приложении вот эти документы, которые ему удалось найти. Поэтому, в общем, здесь ничего такого сложного и, в общем, страшного нет, поскольку даже башкирский исследователь Раиль Кузеев признавал, что при фиксации населения, особенно башкир, в 1897 году, по его подсчетам, около 300 или 350 тысяч человек вот в этом башкирском сословии, среди башкир, это были приписки из мишарей и тептерей просто-напросто. При этом в то же время в переписи учитывались и тептери, и мишари, получается. Да. То есть там как раз, опять-таки, они шли по списку алфавитному, поскольку вот в этом алфавитном списке были записаны мишари, тептери, то они так или иначе продолжали фиксироваться. При этом в ряде случаев, там, поэтому, почему и говорится, что никакого тептерского языка, естественно, не было. Все тептери писали родным языком татарский. И что, кстати, подтверждает потом советские переписи, при которых вот эти тептери в качестве родного языка и в 2020 году, и в 2026 году указывали в качестве родного языка именно татарский язык. Но поскольку из сословия переносилось вот это в графу родной язык, то появлялся вот численность тептерей, и они таким образом вот уточняли за счет вот этой графы. То есть это было сделано в первую очередь для самих переписчиков, чтобы понять численность населения вот в этом регионе. Зачитаю очень интересный, забавный момент, который в этой книге. Да? Значит, накануне проведения учета населения в 1897 году, то есть накануне переписи в Российской империи, в некоторых уездах Казанской губернии были распространены листовки под названием «Ответы, которые должны давать мусульмане». Записка была составлена в виде вопросов об основных догмах ислама и кратких ответов на них. Среди них было и такое назидание. Если спросят, на каком языке ты говоришь, то нужно отвечать на мусульманском, а не на татарском. Да, это тоже одна из историй, что, ну вот кроме страхов, что перепись будет, за переписью последует христианизация народов, иноверцев. И в этой связи среди ряда деятелей как раз татарских, вот даже были такие целые, проходили такие активные лозунги относительно того, что необходимо записать, что ты мусульманин, что у тебя язык мусульманский, и таким образом они считали, что наоборот это будет способствовать тому, что государство в какой-то степени облегчит жизнь мусульман после этой переписи, то есть когда оно учтет, что количество мусульман увеличилось. Но надо сказать, что по переписи 1897 года вот вообще по всей Российской империи было зафиксировано около 14 миллионов мусульман вообще по всей Российской империи. То есть это большая сумма, надо сказать. И, ну, конечно, там фиксировались и республики Средние, все эти губернии и части Средней Азии, но так или иначе население действительно мусульманское было большим. Что касается вот итогов этой переписи, то, конечно же, она в какой-то степени зафиксировала, ну, так или иначе, на тот момент вот такое некое сословное, продолжающееся сословное вот это положение Российской империи. То есть сословия продолжали играть важную роль, причем в головах самих людей. Может быть, этот статус уже не имел никаких экономических выгод, но при этом люди продолжали за этот свой сословный статус держаться. И уже только, здесь был вопрос, поскольку предполагалось, что все-таки следующая перепись пройдет уже в 1907 году, поскольку по стандартам как раз международным необходимо было раз в 10 лет проводить. Но опять готовился очень долго положение, подготовка к этой переписи. В итоге она затянулась, а потом уже началась Первая мировая война, которая в конечном итоге, перепись 1915 года, которая должна была состояться, она ее фактически отменила. И уже следующая перепись, которые, там проходили небольшие переписи сельскохозяйственные, они фактически проходили уже в советский период.
А вот перепись сельскохозяйственная 1917 года, это была что за перепись? Она проводилась, насколько я понимаю, временным правительством, да? Она проводилась, необходимо было государство, поскольку период войны, тяжелейшие вот эти события революционные, необходимо было зафиксировать положение, в каком находится страна вот на данный период. И, в общем, сельскохозяйственная перепись пыталась показать то состояние, в котором российское государство находится. И для этого как раз эти сельскохозяйственные переписи проводились. Надо сказать, что уже перепись следующая советская, 1620 года, она была объединена. С одной стороны, это была перепись населения, а с другой стороны, она совпадала с сельскохозяйственной переписью и переписью там, промышленных городов вот этих. И что еще важно вот для нас, что перепись 1897 года, поскольку, да, есть сложности с фиксацией населения, которое проживало, собственно, в Российской империи, поскольку вот некий составленный был вот этот список из народов, которые здесь проживали. Ну, в частности, я уже говорил, что татары, например, поделены были на целых 7 групп. Это были казанские татары, астраханские татары, сибирские татары, крымские татары, тоже объединялись вот как раз вместе со всеми татарами. Азербайджанские татары, кундуровские татары и черневые татары. То есть это, черневые татары? Да, это, ну, по сути, население это Табалар, население современной Сибири, часть небольших. Да. И ну вот 7 групп, причем их специально там расписывалось, где они проживают. В чем была суть еще этого списка, что в нем конкретно написано, вот в таких-то, таких-то регионах они проживают, чтобы переписчик, когда сталкивался с каким-то самоназванием или с названием языка, чтобы он мог определить по вот этому списку, что вот этот народ относится вот к этой категории. Но так или иначе важность была в чем? Что впервые был вопрос поставлен о том, какой язык у этого населения. У этих татар. Да. И маркером определения этничности тогда народа являлся в первую очередь татарский язык. Но поскольку здесь надо говорить как раз о том, что надо сказать, что к концу 19 века, началу 20 века татарская нация, она переживала этап нациостроительства, возрождения национальной культуры. Татарская книга начинает распространяться практически по всем областям вот этой огромной Российской империи. Все, так или иначе, мусульманские школы, а в первую очередь школы татарские, это, естественно, были мусульманские, они распространялись уже по всей Российской империи. И вот через книгу, через национальную культуру приходило вот это обобщение и становление татарской нации. И здесь просто события революционные, события Октябрьской революции, они прервали этот, возможно, закономерный процесс. То есть, в принципе, именно татарская нация находилась на пути как раз своего становления и объединения, когда постепенно начинали бы уходить вот эти все локальные самоназвания, Сибирче, Тептяр, Мишар, они бы все просто-напросто уходили, поскольку общее большое вот это вот мусульманское образование в конечном итоге привело бы к нивелированию вот этих локальных самоназваний. Ну и почему, например, те же самые вот азербайджанцы, кстати, вот еще одна группа, которую не учел, это азербайджанские татары. То есть они там так фиксировались, как кавказские татары. То есть нынешней, по сути, территории нынешнего Азербайджана. И почему, например, все эти вопросы, там, когда события происходят в Крыму, например, там издает Гаспринский свой журнал, газету свою, эти события затрагивают весь тюркский мир. То есть это как раз связано с тем, что татарская нация, она уже вот огромную массу населения вот этого татарского, тюрко-татарского, она начала объединять, то есть она начала его создавать целую систему вот это как раз развитие самой нации. А вот азербайджанские татары, они же потом уже, да, поскольку появляется, опять-таки, ну это уже период советский как раз, как только появляются национальные республики, постепенно идет процесс укоренения вот этих всех народностей в рамках отдельно взятой республики. Как правило, ну, поскольку там разные процессы. Понятно, что были процессы, и местные интеллектуалы выступали за то, чтобы иметь, собственно, какое-то название, не называясь там кавказскими или азербайджанскими татарами. И это раз. Во-вторых, все-таки там 2 татарские республики
было бы странно иметь, по всей видимости, в Советском Союзе. Поэтому было принято решение, что здесь появляется вот как раз Азербайджанская республика. Первая, получается, у нас перепись Советского Союза 1926 года, да? Ну, здесь какой вопрос? В 1920 году принимается решение провести первую перепись населения уже Советской России. Сложность была в чем? Что только-только, в общем, там в центральных регионах отгремела гражданская война. Во-вторых, в части российского государства там война еще продолжалась до 1923 года. И вот в этих условиях, ну, все равно было принято решение, что необходимо провести, во-первых, сельскохозяйственную перепись, но раз уж начали все эти мероприятия, то решили провести и перепись населения. Для чего это было сделано? Ну, с одной стороны, в 1917 году большевики уже издали декрет о нациях, то есть когда о равенстве всех наций, о свободе всех национальностей, поскольку преследовали цель освободить вот этих колониальных имперских оков все народы многочисленной Российской империи, как они считали, и таким образом они говорили о том, что необходимо самоопределяться. Для того, чтобы самоопределяться, надо, в общем, для начала хотя бы посчитаться, понять, сколько народу здесь проживает, поскольку, в общем, вот эти предыдущие сословные принадлежности все равно мешало вот формированию вот этих национальных республик. Ну и вот чем интересна первая советская перепись, она впервые поставила вопрос о, во-первых, национальности, а во-вторых, она начала фиксировать грамотность в том числе на том языке, на котором человек говорит. Ну, в частности, в семье у себя. И вот впервые там есть тоже, опять-таки, объяснение, что такое национальность. Они отмечали, что национальность – это группа людей, которая объединена общим самосознанием. То есть вот ставится вопрос о национальности. Под родным языком понимался язык, который является языком семьи. Если в семье говорят на разных языках, на нескольких языках, то фиксировался родной язык по матери. Ну, собственно, традиции вот такие вот они и оставались. Сложность в чем была еще? Перепись-то началась с 1920 года, но, с одной стороны, Башкирская республика появилась там, в 1919 году в границах Малой Башкирии, по большому счету. Целый ряд Бирский, там, Бельбеевские уезды, они просто пока не входили в состав. Подвисли в воздухе. Ну, по сути своей, да, они оставались частью вот этой большой Уфимской губернии. И там, например, тоже по тем данным, которые есть, по итогам этой переписи, которая была опубликована, писалось, что просто-напросто переписчики некоторые под угрозой смерти там, проводили перепись вот в этих районах. Потому что, во-первых, местное население было против этого, ну, ожидая, возможно, там, опять-таки, поборов, экономических различных сложностей. И вот в этой связи на территории Башкирской республики, по сути своей, вот эта сама перепись так и не прошла. Но у нас есть интересные показатели, которые известный исследователь Роднов, он сумел обработать первичные данные, которые поступали вот по различным уездам ну, тогда вот Уфимской губернии. Ну и в частности, например, он отмечал, что по его подсчетам, например, тоже, вот, кстати, характерно, он сравнивал с годом 1917, когда проводилась сельскохозяйственная перепись, и по тем статистическим данным, которые есть, и данные 1920 года. Например, он брал по Белебеевскому уезду, где, например, в 1920 году числилось 200 тысяч татар, при этом отдельно выделялись типтяри, мишари, ну вот, а численность башкир была в районе 87 тысяч. При этом типтярей там было около 50, мишарей было 6 тысяч, что-то такое. И отдельно фиксировалось еще такое понятие, как мусульманин. То есть они себя записали как мусульмане, то есть это около там, 6 тысяч. То есть если даже мы берем вот эти данные, которые у нас были, просто, например, объединяя татар с мишарями, типтярями, то численность татарского населения здесь была даже в разы больше, чем башкирского. Отдельно он брал то же самое по, например, по Бирскому уезду. Там было больше башкирского населения, там около 140 тысяч
человек. При этом татар было не менее 107 тысяч человек. Но отдельно опять числились типтяри 52 тысячи, мишари 50 тысяч. То есть, в принципе, численность, если вот так посмотреть, этого населения была в разы больше, опять-таки, чем башкирского. Почему и были вопросы относительно, как включать эти вообще уезды или не включать. И если бы, естественно, их там не включили, то, возможно, и судьба бы их сложилась совершенно по-другому. Дело в том, что там как раз по 1917 году очень хорошо видно. В 1917 году преобладало башкирское население, то же самое типтярское, мишарское, но в 1920 году численность этих сословий начинает резко падать, в том числе и башкирского. То есть люди просто, поскольку в условиях советского государства вот эти сословия уже не имели такого значения, постепенно переходят на, поскольку говорили они, как правило, все на языке татарском, просто начинают фиксировать себя как татары. И последующая перепись 1926 года это только подтвердила. Там интересная статистика по 1926 году как раз, что ну, здесь опять о чем нужно говорить. Появляются национальные республики. Так. Праздник народов, наций, самоопределения. Большевики решили фиксировать вообще всех, кто себя хоть как-то самоидентифицирует и готов на создание неких национальных образований в различных формах. И даже зафиксированные вот эти башкирские АССР, татарская АССР, показания, которые, например, у нас есть от 1926 года, там тоже фиксировалась национальность, родной язык. Но интересно, что когда готовился перечень народов, которые проживают на территории советского государства, писалось, например, опять же выделялись татары. Татар в это время считали вместе с кряшинами, общая сумма которых там доходила до 100 тысяч человек. При этом около 30 тысяч из них говорило на татарском языке. То есть, возможно, туда вот вошли часть народов, которые вообще не относятся, ну, там, были крещенные там, из других народов. То есть там чуваши? Да, возможно. Но башкиры при этом, как народ, рассматривались вообще отдельно. Они шли вместе с другими категориями. Башкиры, типтяри и мишари. То есть они шли через запятую фактически. Что тоже показательно, кстати. Ну и вот, что показала перепись 1926 года. Зафиксировано было, например, что в Башкирской ССР проживает 630 тысяч башкир. 630. Да, но татар проживало там 460 тысяч, отдельно фиксировалось там, мишари фиксировались отдельно, 137 почти тысяч там. И отдельно небольшая группа, вот как раз перепись 1926 года, в последний раз там, по сути, зафиксировал типтярей. Там около 20 тысяч человек. Но что интересно, когда у них же тоже они фиксировали, переписчики, советские переписи фиксировали по родному языку, как важным фактору там, определения, то есть надо же было понять. Оказалось, что большая часть башкирской ССР говорит на татарском языке. Из 650 тысяч башкир родным языком башкирским назвали только 350. Ух ты. И остальная масса, типтяри, мишари, записали своим родным языком татарский. Почему, когда мы говорим, что впоследствии они с 1939 года, их последний раз там зафиксировали в 1939 году, около 3000 мишарей. Вот не 39 даже, 37 года есть данные, которые дошли до нас. После этого уже они просто не фиксировали, поскольку основной язык, который они использовали, был татарский, разговаривали на татарском, а отличия их были, ну, по сути, вот, полностью минимальными. Ну, здесь вот нужно говорить о том, что в чем отличие советских переписей. То есть здесь в период вот этого как раз парада наций там появляется интерес даже к народоведению. И в этот период получает распространение и развитие этнографии, этнологии. Там даже в Москве, например, исторический факультет был переименован в 1925 году, по-моему, в этнологический факультет. То есть, поскольку необходимо было фиксировать вот эти новые республики, которые там обладают своим, собственно, вот у них есть некий коренной народ. И в чем беда этих республик была? Что, ну, одно дело выделить, например, республику башкирскую,
татарскую, а другое дело найти национальные кадры для того, чтобы национальные кадры там преподавали в школах, издавали учебники на татарском языке, инструкции различные, опять же, делопроизводство. Вот этих национальных кадров было крайне мало. Но если в Татарской республике их еще можно было найти, то в Башкирии, естественно, на каком башкирском языке, никаких национальных кадров найти было невозможно. Основная масса населения говорила на татарском языке. И связано это было с тем, что, как я уже до этого говорил, что основная культура и распространение, через которое происходило, это была татарская культура. Татарские книги, татарские издания. И, ну вот, собственно, такой вот вопрос. Если резюмировать, значит, перепись 1926 года все еще продолжается инерция по учету сословий, но уже у людей в это время есть понимание своего родного языка, который, как получается, отличается от их принадлежности? Ну, по сути своей, да. То есть, по всей, вероятнее всего, часть продолжала фиксировать себя вот по традиции, как сословие, поскольку там отцы, матери, деды там были типтерями, например, они продолжали себя какое-то время идентифицировать также. А с другой стороны, даже появление вот этой национальной республики не способствовало тому, что количество башкир как-то значительно выросло. И кроме того, большая часть этого населения, даже если вот мы там, с учетом, что их записали, там 650 тысяч, оказалось, что они все говорят на татарском языке. Просто у наших башкирских оппонентов есть же такая интерпретация, что якобы в Башкортостане, почему указали татарский язык в качестве родного языка, потому что была пропаганда татаризма. Да. Ну, лично вот у меня, конечно, есть вопрос вот относительно этого. А как это так? Все-таки Башкортостан, ну, не в современных, конечно, границах, но все равно, как такая союзная республика, национальная республика, она сформировалась в 19 году, а ТАССР сформировался в 20 году. Да. То есть мы как бы позже, хотя, конечно, у нас там и были проекты татаро-башкирские. Вот. И я вот задаюсь вопросом, вот у Татарстана на год меньше возможностей для пропаганды, для засылки там диверсионных отрядов, там вот этих пропагандистов татарского языка, чтобы они там, да, чтобы они, значит, перепрограммировали население Башкортостана, да, и чтобы те там начали татарский язык родным называть. Ну да. Ну здесь в чем вопрос? Ну, во-первых, в самой Татарской республике просто не хватало национальных кадров. Вот эта политика коренизации, она постепенно изменила ситуацию к лучшему. Нам самим не хватало учителей татарского языка. Тем более уж отправлять их в соседнюю республику для того, чтобы они там пропагандировали. Дело в том, что здесь вот как раз идет борьба просто со своим прошлым в какой-то степени. Поскольку, как я уже говорил, все медресе, которые там, и книгопечатание, тот же Каримов издавал в Уфе, создавал вот эту типографию вторую после Казани, он издавал в Уфе. Все это население, и все в основном мусульманское население, особенно духовенство, оно было в первую очередь татарским. Через них происходило влияние и развитие вот этой культуры. Поэтому население, в большинстве случаев, которое там проживало, конечно, оно осваивало вот эти именно татарский язык. Ну а как еще по-другому? Если учебники есть на татарском, мектебах преподавали на татарском. Это лишь подчеркивает, что вот эти сословные границы, они просто-напросто в уже новейшее время они стирались, не было смысла никакого. Происходил процесс объединения вот этой как раз татарской нации. И говорить о том, что, ну то есть, видимо, татарские деятели закинули целый ряд татарских просветителей еще в конце 19 века вот в Уфу, чтобы они развивали эту культуру. Как уже там известно, вот те же самые, почему, хотя в ТАССР хотя бы была налажена вот эта система и высшего образования, почему большинство там, тех же самых деятелей башкирской культуры получили образование в итоге в Казани, потом уже возвращались в Уфу? Но потому что здесь вот эти национальные кадры были, и можно ли говорить о том, что таким образом татарская АСР пыталась татаризировать это население? Да тут вопросов не было даже таких. Там даже сохранились, вот замечательная есть там книга о национальной политике большевиков, где сохранилось большое количество документов, вот, поступающих из самой башкирской АСР, где как раз говорилось о том, что кадров местных нет
вот тех, кто мог бы преподавать или вести и татарский язык или на татарском языке, их практически не было. Там наперечет их было это население. Основная, опять же, вот в чем специфика татар, о чем мы, вот, например, в книге пишем. Татары очень урбанизированный народ, надо сказать, городской народ. Даже несмотря на то, что численность, конечно, к началу 20 века городской прослойки была не такая большая, но тем не менее уже сформировалась городская прослойка, которая формировала вот эту национальную культуру. И появлялся и театр, и появлялись книги, газеты. Вот это все уже было сформировано. Башкирская ССР и сами башкиры в меньшей степени были, там, как раз когда города фиксируются, все крупные, Уфа, тот же самый там Бирск, если мы возьмем, там городского населения башкирского минимум, основное население там татарское. Поэтому, конечно же, плюс еще какая беда. Большевики, естественно, отстранили духовенство от преподавания, то есть уничтожены были вот эти все мектебы, медресе, то сама интеллигенция, которая вот для тюркских народов, мусульманских народов, она в первую очередь была мусульманской, она оказалась вне вот этой системы государственной, которая формирует современную нацию. Причем там были даже споры, вот у башкир в БССР тогда вопрос был не с татарами в первую очередь, а вопрос был с тем, что на местах, особенно там говорилось о том, что с юга приезжают вот эти башкирские целый ряд деятелей, а в Уфе на основных постах находятся русские по национальности, русские чиновники, русские руководители, и заменить их неким просто было. И они, хотя неоднократно жаловались, говорили, нам необходимо их заменить местными национальными кадрами, но этих национальных кадров практически не было. Бахтияр, вот к 1926 году у тогдашних счетчиков, переписчиков, у этнографов, у науки в целом было понимание, что такое субэтнос? Или тогда все еще пока продолжали оперировать понятиями сословия? Вот само понятие субэтнос, когда появилось более-менее понятно, завершившийся как результат, да, формулировка в наших переписях Советского Союза? Мы привыкли к тому, что мы говорим субэтнос, но это вообще, по большому счету, продукт уже 70-х годов даже. 70-х. Да. То есть, конечно, вы тогда, например, выделяли, в 20-30-е годы, выделяли некие этнографические группы татар. Вот выделяли, например, казанских татар, поволжских татар, под которым как раз казанский понимает, астраханских татар выделяли, сибирских, только на основании вот их неких культурных, языковых различиях. Но здесь еще надо говорить о том, что сама этнографическая наука, она, вот если в 20-е годы она переживала бум, то довольно быстро поскольку республики были уже созданы, и в 30-е годы, наоборот, начинает сворачиваться целый ряд, когда мы говорили, если сначала исторический факультет МГУ переименовали в этнологический, то уже в начале 30-х годов все происходит, вообще закрывают и создают заново исторические факультеты. Потому что этнология, точнее даже, она все-таки оперировала понятиями народ, нации, и для советского государства, где появляются как раз вот эти традиции Мара, ученого, который, в общем, требованием нового времени, советского времени, стало, появились эти советские республики, и необходимо этносы замкнуть в этих рамках вот этих как раз советских республик. Вот есть Башкирская республика, вот там живут башкиры, не очень хорошо, что там еще живут, конечно, татары, но опять-таки, основное образование должно было на башкирском языке быть. То же самое попытка замкнуть татарский народ в рамках вот этой татарской советской республики. Почему, например, опять же, до 1959 года, например, фиксировались там крымские татары отдельно, а как только их репрессировали, они их как-то сразу решили причислить в состав
общей татарской нации. То есть здесь с 30-х годов идет все-таки попытка, поскольку здесь целый ряд политических процессов был относительно пантюркизма, обвинений в пантюркизме, национализме излишнем, то здесь государство начинает придерживать уже вот эти и создает, особенно вот уже послевоенный период, стройная история каждого, например, татарского народа. Она ограничена, по сути, ТАССР. Вот есть у нее булгарские предки, и особо соваться никуда не надо. Вот. Последующая перепись 1937 год получается, да? Да, после 1626 года это знаменитая репрессированная перепись 1937 года. Дело в том, что было такое тоже определенное головокружение от успехов, с одной стороны, что прошла коллективизация, индустриализация, построение социализма в отдельно взятой стране, культурное строительство вот это социалистическое идет. И вот в 1937 году, когда решили провести еще одну всесоюзную перепись, надо сказать, что тоже ее очень долго готовили, она была проведена, но ее результаты ошарашили советское руководство. Чем они ошарашены были? Меньшим количеством людей? Во-первых, да. С одной стороны, Сталин на одном из выступлений своем сказал, что население Советского Союза 168 миллионов. А население, которое было зафиксировало перепись 1937 года, 162 миллиона. Мы, похоже, тоже такой сейчас убыль словим. Там, кстати, два очень хороших момента в этом плане. С одной стороны, чем еще интересна была перепись 1937 года? Впервые в советской переписи было зафиксировано вероисповедание. Они решили, по всей видимости, причем сделано это по документам, которые вот уже опубликованы, в общем, перепись 1937 года оказалась засекреченной, она была проведена, ее тут же закрывают, расстреливают ее основных руководителей, как полагается. А кроме этого, и впоследствии она уже была там, ее частично данные были найдены только в 90-е годы. Ну так вот, среди тех документов, которые найдены, были найдены черновые варианты, которые показывают, что, по всей видимости, вот в этот перечень тех вопросов, которые должны были быть в переписном листе, часть вопросов добавил лично Сталин. И там есть даже у них некоторые аналогии, что, возможно, он посмотрел где-то с Германией пример, что они фиксируют. И он, по всей видимости, вот включил вероисповедание как один из пунктов этой переписи. И что, люди не испугались, оказывается? Нет, вот как раз здесь вопрос. Дело в том, что он должен был показать победу атеистического государства, что Советский Союз победил вот эту религиозную заразу. Сохранились целый ряд документов, которые действительно писали о том, что люди боялись писать. Но даже при этом страхе общее количество населения, которое зафиксировало себя верующими, оказалось почти 58%. И это стало вот шоком. Кроме того, там еще была сложность в чем, что с одной стороны, надо было зафиксировать население, и по переписи 1937 года, там, по-моему, общее количество заключенных тоже же там фиксируют, переписывают, было в районе 700 тысяч. Но при этом в ряде районах других, последующих там разбирали это, внезапно какой-то резкий прирост сельского населения. По тем данным, которые вот у нас сохранились, общая численность заключенных на тот момент была около 4 миллионов. И, по всей видимости, часть, чтобы не показывать эту сумму, они просто распределили по сельскому населению, как записали их как неких сельчан в ряде районов советского государства. И ее запретили, и тут же в 1939 году решили провести уже другую, настоящую перепись, которая вот, с одной стороны, там, она показала, что там количество зафиксированных там народов опять немножко даже уменьшается, а с другой стороны возникал вопрос еще в переписи 1937 года, как писать, национальность или народность. Все-таки вот есть у нас советская нация, а все остальные народы это народы, народность, откуда вот эти все потом понять, что есть, например,
там татарский народ, башкирский народ, что вот выходить за рамки этого не следует. Вот они заморочились-то, а? Да, и вот как раз в 1939 году еще, в 1937 году еще фиксировалось как раз мишари отдельно, но их такое небольшое количество было, зато пропадают полностью тептери, которые полностью входят в состав вот этой татарской нации. А вот они сами вошли или что-то произошло с их самосознанием? Вот можно на этот вопрос ответить? Сложно сказать. Мы же имеем дело с конкретными вот статистическими материалами. Здесь вот как раз дело в том, что эти категории фиксируются, вот когда говорят, что перепись это не политическое дело, но тем не менее включать, вот даже мы сейчас видим по различным пунктам, включать или не включать эти пункты, это уже политический вопрос. Составление вот этих списков народов, это уже само по себе это уже определенный политический вопрос. Увеличение или уменьшение. То есть идет государство, например, по пути, например, дробления. Если мы посмотрим, ни в одной из переписей нет дробления единственного народа, русского. То есть они, как правило, фиксируются, вот есть там великоруссы по переписи 1997 года, и впоследствии тоже их также фиксировали, белорусские, там частично появляются украинцы. Ну вот это все показывает, что перепись все равно дело политическое, так или иначе. Искандер, вопрос по поводу книги. Вот я сейчас покажу на камеру, значит, страницу. Так, друзья, сейчас я вам покажу. Значит, напишите в чате, как вы видите вот эти вот столбики. Значит, друзья, давайте поактивнее. В общем, вот мы видим вот такие вот столбики численности татар в Башкирии и в России. И по этим столбикам... Ну да, это... Да, и вот, значит, по этим столбикам численность татар от переписи к переписи растет. Вот. Есть замечательная там таблица, у нас Вот. отдельная, вот, которая показывает, какие процессы происходили. Сейчас, вот, татар и башкир. Ну, ладно, я сначала хочу обсудить вот эти вот растущие столбики. Значит, 1939 год. Страна пережила темный 1937 год, когда вроде как численность сократилась. Но вот численность татар выросла. Причем, ну, мы, значит, и индустриализацию пережили, и коллективизацию пережили, но численность татар все равно выросла. И в дальнейшем мы видим только вот такую положительную динамику. Численность татар в среднем растет, значит, на 700 тысяч, на 300 тысяч, на 400 тысяч. Есть ли понимание все-таки, почему вот по России, это потому что динамика численности татар по России, численность татар растет от переписи к переписи. Есть вот объяснение. Хотя вроде как особо-то причин для радости не должно быть. Все-таки суровое время-то. Ну, здесь какой момент есть, если даже открыть. Вот когда мы берем перепись 1900, опять же, здесь нужно говорить, что здесь мы специально таблицу давали именно по современным границам России, поэтому написано «Россия». То есть не по СССР в целом. То есть, если еще бы если бы татар Узбекистана, например, Украины, там еще выше было бы. Да, то есть значительно больше было бы. Поэтому общая численность, когда мы говорим, вот с 1989 года у нас, после переписи 1989 года, у нас фактически нет данных по целому ряду среднеазиатских республик. Здесь не все так радужно, как кажется. Вот мы берем, например, 1939 год, здесь зафиксировано 3 миллиона 683 тысячи татар. При этом здесь просто мы не стали указывать, поскольку данные отрывочные. В 1937 году было указано, что татар 3 миллиона 790 тысяч. Там около такого количества. То есть, по их даже с 1937 годом их упало количество. Сократили. Потом мы берем 1959 год, да, рост, но рост абсолютно смешной на 400 тысяч за 20 лет. Поскольку период за 20 войны, лет. Ну, за 20 период лет. войны просто-напросто обрушил вот эту демографическую ситуацию. Да, рост произошел, но настолько незначительный, что, ну, в общем, за 20 лет это даже смешно говорить.
В 70-м году, ну, опять же, спокойные годы, когда происходил рост численности, это вот 1670-й, 79-й год. Но здесь тоже часть, вот если мы берем, например, 70-й и 79-й год, то численность практически, ну, там вот опять должна была увеличиться больше, а она увеличилась, ну, буквально на 250 тысяч человек. Но если мы посмотрим перепись 1679 года, например, по данным в Башкирии, то там в этот период вообще отрицательный рост населения татарского именно. То есть, если мы возьмем, например, перепись 1970 года, татар увеличилось на почти 170 тысяч, башкир на 150 тысяч, а в 1979 году, ну понятно, ладно, там в 70 году, возможно, часть окончательно мишарей вошли туда, но берем 79 год, башкир увеличился на 43 тысячи, а татары внезапно получают отрицательную динамику. То есть они даже в минус, хотя действительно в целом по стране, в ТАССР, количество их растет. Вот это вот как раз и удивляет. С одной стороны, действительно мы говорим о том, что численность на протяжении всего 20 века росла, но я считаю, что даже меньшими темпами, чем вот могла бы быть. Конечно. И если мы говорим, ну, допустим, тот же резкий рост, например, в 1989 году, ну, не такой уж тоже резкий, но хотя бы увеличился на 500 тысяч почти. Да. То есть опять вернулось к тому состоянию, по сути, как было вот с 59 до вот 70-го, 10 лет прошло, 500 тысяч плюс. Вот. Интересно. Итак, Бахтияр, правильно я понимаю, что в принципе вот мы до 79 года можем сказать, что вот эти вот различные тептяри, там, значит, мишари, да, вот то, что они учитывались, у этнографов, у переписчиков, это были пока еще представления такие по инерции о сословиях. Ну, нет, в 70-м послевоенный период, конечно, так мы уже говорить не можем, поскольку все-таки в этот период уже формируется татарская историческая наука, и вообще в целом советская наука выстроена была, этнографическая, этнологическая наука, и появляется четкое понимание, что тогда это все крутилось вокруг этноса. То есть начались появляться вот эти споры, что такое этнос, по большому счету. И вот эти этносы, их фиксируют на определенной территории, у них есть определенная структура, вот как раз отсюда появляется уже там вопрос о субэтносах, что они действительно относятся к вот единой татарской нации, вот эти астраханские татары, сибирские татары. А вопрос, как уже они входят в вот эту единую татарскую нацию, здесь уже предмет для разговоров, поскольку долгое время в той же ТАССР и в татарской истории преобладающей была и идея о булгарском происхождении татарского народа, то эти народы частично тоже говорили, что по большому счету они часть либо переселились вот в эти районы гораздо позже, либо, в общем, такого отношения к татарам не имеют. В этом смысле вот как раз 70-е, там 60-е и 70-е годы, и вот идет вопрос относительно того, как, в общем, эти нации формировались. Поскольку в Башкирии, например, там, Кузеев, который занимается этнической историей башкирского народа, в Татарстане Альфред Хасанович Халиков разрабатывает эти свои истории происхождения татарского народа. То есть здесь специалисты начинают замыкаться больше в рамках своей республики. То есть как татары развиваются уже в рамках отдельно взятой республики, ну и как и башкиры, собственно. То есть, в этот момент уже, получается, появляется какая-то научная дискуссия? Да, появляется. Ну, тут в первую очередь дискуссия о чем? Что такое этнос, что такое народ, как он формируется, есть ли его, ну, то есть были установлены же еще вот этим как раз Мар проповедовал, что есть исконные вот этносы, это в какой-то степени в 70-е возник вот спор между Брамлеем и Гумилевым, который один больше к таким биологическим аспектам становления этноса, а
тот же Брамлей говорил о том, что вот этносы, они развиваются в рамках вот этой марксистских стадий развития каждого отдельно взятого общества. И все исследователи пытались строить свои теории относительно происхождения татарского народа вот в рамках как раз этих построений. И что интересно, в 1977 году же принимается Конституция Советского Союза, Брежневская Конституция, которая сказала, что мы решили вопрос национальный в Советском Союзе. У нас теперь есть только одна нация, советская. Казалось бы, прошло 10 лет, и произошел полностью слом советской нации, появляются национальные республики. То есть это говорит о том, что никакой победы советской нации это, в общем-то, не было. И если мы даже вот как раз когда говорим о Башкирии, ситуации с татарским населением в Башкирии, то мы это как раз очень хорошо видим. Потому что каждая республика начинает, ну, в частности, вот Башкирии, они начинают максимально, поскольку один есть республика, один должен быть здесь коренной народ, у которого есть своя здесь исконная территория, своя история. В общем, он здесь испокон веков проживал, то есть идет вот, исследования идут как раз вот в эту сторону, в развитии как раз изучения своей территории, которая является исконной для конкретного народа, который здесь проживает. И все-таки вот у нас, получается, мы с 1979 года по 1989 год видим такой уверенный рост числа татар на 500 000 за 10 лет. И 1989 год еще и важен, например, для татар Башкортостана, потому что, в принципе, перед этим годом была как-то свернута, была побеждена вот эта вот политика башкиризации Мидхата Шакирова. И там в этой переписи, значит, превалировала численность уже татар в Башкортостане, а не самих этнических башкиров. Дальше вот у нас как идет академическая дискуссия по поводу субэтноса, входить или не входить, потому что я в этой же книге, например, прочитал, это, по-моему, уже относится к переписи 2010 года, значит, выделили такую группу, как булгары. Ну, современная перепись это уже больше, конечно, к этносоциологам вопрос. Но дело в том, что появление национальных республик, распад Советского Союза, он тоже, с одной стороны, вот, привлек большой интерес к истории, национальной истории народов этих республик. Это раз. Но кроме того, сама российская наука тоже начинает максимально обращать внимание на этнологическая наука, она тоже меняется, поскольку в этот период подвергается сомнению вот этой теория Брамлея о том, что этнос – это некая такая группа, которая на протяжении всей своей истории, ну, фактически не меняется. Ну, то есть, грубо говоря, этнос, он не меняется, это вот татарский этнос, он как вот развивался, получая, да, вот, например, феодальный период у него одна стадия, капиталистический период он другая у него стадия. Здесь же начинает преобладать уже в российский период, ну, подается попытка такая посмотреть более широко на историю каждой нации, что такое вообще нация. Не просто, что это не меняющаяся структура, а на протяжении каждого этапа своей истории она могла по-разному формироваться. Ну и здесь, с другой стороны, получает направление вот такое, которое во многом, вот почему историки из Татарстана считают, что это не совсем корректно по отношению к татарской нации, когда начинается со стороны Москвы, например, признание, что вот любая вот эта группа, которую татарская нация долгое время объединяла вокруг себя, теперь они считают, что можно выделить ее, по сути, обращаясь к дореволюционным переписям, можно сказать, они выделяют ее в отдельную группу, потому что у них есть свое собственное самосознание. Хотя, может быть, там есть отдельные представители этой, там 10-15 человек, вот как с булгарами, но почему-то они обладают такой значительной самоидентификацией, что их надо выделить в отдельную группу. То есть, почему, задается вопрос? Потому что тогда в переписи или в листах вот этих всех наций, народов, будет появляться графа булгары, например, там, или графа там, карагаши отдельно.
кундуровские, астраханские. То есть вот получается, что мы опять возвращаемся к некому такому дроблению. Хотя, как сейчас вот мы говорим о развитии татарской нации, что все они так или иначе, ну вот, основа их культуры — это татарская культура, есть общая, там, ну, если мы берем Татарстан, есть телевидение, которое смотрит татар по всей России. Но теперь начинаются вот некие такие игры, которые вызывают большие вопросы. И вот относительно сибирских татар. И здесь еще, я думаю, ну, такие свои моменты в плане того, что зачастую вот людям, по всей видимости, оторванным от Татарстана, им иногда кажется, что они вот как-то так сейчас самоопределятся, и все, у них там, вот они, надо вернуться к неким истокам, хотя, в общем, непонятно каким. И тогда вот они заживут совершенно другой жизнью, не понимая, что таким образом, в общем, они превращаются в маленькую группу людей, которые в конечном итоге точно так же полностью растворится вот в большом неком российском народе. Ну вот для меня, например, очень поучительно и показательно абсолютно свежая история. Вот история с запретом, значит, спектакля «Кесембике» в Башкортостане, да. То есть что мы видим? Значит, творческие люди, значит, актеры, да, поставили такой спектакль, взяли историю, это последний случай, кейс, значит, сжигания человека за переход, за возврат в ислам. Значит, над ними нависает вот эта вот башкирская бюрократия, и она, значит, им запрещает этот театр. Все, запрет запретом, да. Но что мы видим? Значит, люди обратились в документы, исторические источники, находят, что в одних документах она названа башкирка, в другая татары. Тут уже внимание у татар к этой истории, значит, это все, я видел просто в соцсетях, да, это все разгоняется, это все тиражируется, люди это обсуждают, дискуссии, поднимается волна, все, здесь уже подключается татарская интеллигенция, здесь уже подключаются татарские театральные критики, обсуждают эту историю. Спектакль выходит, значит, где-то в соцсетях, все люди смотрят, все. В принципе, получается, вот это вот, ну, я, конечно, не назову башкир маленькой локальной группы в Башкортостане, но вот какая-то общая общность и какие-то подвязки и большой татарской общности, в принципе, помогли не дать просто так вот поставить печать и убрать под стол, под сукно вот это произведение, да, творческое, которое, в принципе, является частью, кодом башкирской истории. И это касается и других татар. Абсолютно. Татары Сибири, татары Астрахани, вот, ну, хорошо, вы закроетесь в свои локальные сообщества, будете отдельным сообществом. А вы сможете противостоять, вот, скажем, вот таким вот запретительным жестким мерам, да, там, когда там, вам будет запрещена часть вашей, ну, скажем так, локальной истории? Вы не отказываетесь от общей татарской общности, скажем так? Вот здесь как раз в этом-то и беда, что неоднократно уже говорили об этом. Вот нация, она формируется, и западные исследователи об этом много писали, нация формируется благодаря во многом, вот современная нация, формируется во многом за счет того, что есть единая, например, система образования, которая есть единая культура, которая распространяется на всех членов вот этой большой нации. Да, у него может быть там этнически там какая-то своя там локальная там наименование, но он все равно является членом вот этой огромной большой татарской нации. Когда мы говорим, да, вот хороший пример с этим спектаклем, с другой стороны, появляется, вот, когда появляется маленькая локальная группа, которая считает, что они могут отколоться, и вот они будут там развиваться без единой татарской нации, самостоятельно, здесь сразу же там вопрос большой к ним. Готовы они на себя взять ответственность за подготовку книг, учебников, всего спектра вот этих культурных достижений, которые есть у современных наций. Вот готовы они взять, не просто написать в соцсетях: ребят, мы не имеем к татарам никакого отношения, мы там сибирские только, или мы там вот как сейчас вот активно идет, что мы нагайские, нагойского происхождения, юртовские там нагайцы, как они сейчас себя именуют. То есть готовы они взять на себя ответственность за вот эту группу, когда призывают вот к этим такому
отходу от единого татарского народа, татарской нации. Вот здесь, вот, на мой взгляд, они должны себе это сами такой вопрос вот задать. Потому что пока вот, вот мы видели примеры подобного, все они заканчивались тем, что все равно происходило слияние именно с центром притяжения, становилась та нация, которая активно развивается. Когда мы вот говорим про татар. Мишари, даже если были небольшие этнографические, языковые различия у них, они все равно притянулись к большой татарской нации, которая создавала тон, задавала моду на историю и культуру своего народа. Она задавала все эти направления, основные тенденции. И если вот эти локальные сообщества хотели приобщиться к этим достижениям, они становились частью вот этой большой культуры. И это нормальный процесс, здесь ничего такого нет. То есть почему-то всем кажется, что это какое-то уничтожение. Почему? В чем это уничтожение? Когда современные нации, они часто бывают многосоставными, например. Ну, поэтому здесь уже вопрос к деятелям, которые это пропагандируют. Бахтияр, такой вопрос, все-таки вот субэтносы, да, их определение, это все-таки вопрос науки или политики? Ну, на мой взгляд, смотрите, нужно отделять, когда мы говорим про изучение татарской нации, то действительно этнографы, этнологи оперируют терминами субэтносы для того, чтобы объяснить людям и вообще показать всему мировому, например, историческому там, историкам, научному сообществу, как формировалась вот эта современная нация, те, кто сейчас себя называют татарами. Да, есть локальные там различия или были локальные различия в различные периоды времени. Сейчас они там абсолютно минимальные. Даже мы когда говорим про культурные различия или различия в одежде, но сейчас какие различия в одежде могут быть особо между современными там, астраханскими татарами или казанскими татарами? Да, их практически нет, да, и там днем с огнем не сыщешь. Все ходят в пиджаках, конечно, пошитых, да, в Китае или там, в Европе. Второй вопрос, что, конечно, но для изучения этнической истории татарского народа необходимо объяснить, как это происходило. Как происходили, из чего составлялась и составилась эта татарская нация. Вот поэтому оперируют с понятиями субэтнос. Но когда эти субэтносы начинают включаться в переписи, или когда часть населения начинает на основании этого выделять себя из общей татарской нации, игнорируя там события общей истории, вот это вопрос. Это уже, на мой взгляд, является политикой. Причем, с одной стороны, иногда незнание, видимо, а с другой стороны, иногда, возможно, вот есть какой-то свой корыстный интерес в этом. Ну, я так считаю. Бахтияр, давайте немножко поотвечаем на вопросы в чате. Вот у нас есть очень назойливый, но постоянный комментатор. Мы его с Искандером Леруновичем называем римским башкиром. У него Тулюс, Хостилюс, что-то Романором, там, вот, ну, неважно. В общем, он задает такой вопрос. Смешно звучит: татарская нация. Государства нет, а нация есть. Это как соотносится с общепринятой классификацией? Ну, во-первых, смотрите, если так посмотреть, то тогда вообще ни одного народа нет в составе российского государства, а есть только российский, так называемый российский народ. Если мы исследуем... А народ и нация — это одинаковое понятие? Вот здесь дело в том, что понятие даже национальности вот, для, например, европейских исследователей, это понятие завязано на такой некий политоним. Грубо говоря, вот все французы — это французы, вот, Германия — это Deutschland. Здесь же, в России, к сожалению, эти понятия очень между собой разнятся. И когда мы оперируем термином национальность, мы воспринимаем в первую очередь именно народ, который объединен общим самосознанием. То есть мы не привязываемся к единому, такому вот, что есть государство или нет. Опять же, не у всех народов государства были, но как нация они сформировались. У курдов нет своего государства. Да, но при этом они продолжают существовать как единая общность.
Да. Поэтому, ну, даже если мы говорим, у тех же евреев долгое время не было государства, но при этом, как нация, они до сих пор сформировались, да, и едины. В этом плане, поэтому не всегда, на мой взгляд, правильно оперировать. А во-вторых, ну, почему нет своего государства? Когда есть, например, у башкир это есть Башкирская республика, у татар есть Татарстан. Как ни говори, основа, что такое, для чего нужно государство? Это же не для обороны границ. Государство нужно для формирования, на Западе как это происходило? Формирование единой системы образования, раз. Возможность появления высокой культуры, это два. Вот эти основные показатели для государства, почему, благодаря чему народ становился, там, вот, например, нацией, если мы говорим в европейском смысле, здесь все это присутствует. И вопрос, что было бы, например, если бы не было Башкирской республики у башкир, и что было бы, если бы у татар не было республики, которые появились при большевиках. Насколько сложнее было бы сохранить ту нацию, которая есть. В общем, комментатор Беклярбек Нагай, человек, который себя идентифицирует как Нагай, но выступает за то, чтобы онагаить астраханских татар, задает вопрос и очень сильно нервничает, что мы пропустим этот вопрос, но я задам этот вопрос. Перечислите, пожалуйста, субэтносы татар. Ну, у меня, конечно, вы ответите на этот вопрос, но у меня как бы такое подозрение, зачем тебе нужно количество субэтносов татар? Он, наверное, нервничает, что мы сейчас запишем субэтносы нагайцев. Ну, дело в том, что, смотрите, выделяются вот, субэтносы, мы говорим о том, что есть единая татарская нация. Вот частью этой татарской нации единой являются, ну, вот, неким таким субэтносом, например, являются крымские татары. Есть казанские татары, которые тоже составляют вот эту единую татарскую нацию, татарский народ. У татарского народа есть свои ну вот мы их называем по традиции этногеографические группы. То есть это волжские татары, ну, по сути, казанские татары, астраханские татары, сибирские татары. И если уж он там так нервничает, то вот астраханские татары, по большому счету, юртовские татары являются частью вот этих астраханских татар, которые составляют эту татарскую нацию, волго-уральских татар. В целом, Хтияр, вот вы, в принципе, вот такую книгу подготовили, да? Какую вы ставили вот ваш коллектив авторов? Здесь, кстати говоря, я зачитаю, значит, авторов, чтобы никому не было обидно. Я знаю Бушуев, но я забыл его имя. Алексей Сергеевич Бушуев, Гульнара Фатовна Габдрахманова, Ильдус Кудусович Загидуллин. Ну, и ваш покорный слуга. Да. Да. Ну, смотрите, во-первых, мы посчитали, что необходимо как раз в условиях современной переписи российской показать, за счет чего и какие основные критерии выделяются для фиксации татарского народа, чтобы вот эти вопросы немного снять у большинства населения. Мы здесь выделили только основные моменты, как происходила фиксация. Что происходило при фиксации, то есть какие группы, из-за чего это складывалось, вот, фиксация в тот или иной период, например, татарского народа или татарской нации. Кроме того, конечно, целью было показать, что на протяжении многих веков вот, происходило формирование современной татарской нации. И то, что мы сейчас называем татарской нацией, если каждый ее член себя воспринимает как татарин, то вот он должен в целом понимать, как происходило вот это развитие, как произошло становление вот, современной татарской нации. Ну и в частности, одним из таких, почему еще по переписям, потому что один из самых спорных, мы на это внимание обращаем, на один из самых сложных и спорных источников, как не покажется странным, хотя, казалось бы, ну вот зафиксировали, записали, статистика, все понятно. В действительности не так все просто, поскольку государство имеет тоже свои собственные, в разные периоды, свои собственные интересы относительно того населения, которое здесь проживает. И фиксация, к сожалению, и не всегда с каким-то умыслом, но фиксация не всегда идет или поспевает за развитием той или иной нации или того или иного народа. Лично я, когда вот прочитал эту книгу, тоже у меня стало понимание, что действительно вот эти все переписи, ревизские сказки, это действительно неоднозначный исторический источник, за счет которого, в принципе,
создается, конструируется нация. Конечно. Но в то же время в чем большие сомнения и подозрения к этому историческому источнику? Вот люди сами себя определяют. Ну, определяют они сами себя как бы так, как традиция сложилась, да, или так, как идет процесс конструирования, процесс складывания их нации. Здесь может быть большой зазор. Это раз. Два. Хорошо, люди себя волеизъявили, определили, да, а как их потом подсчитали сами переписчики? Да. Тоже вопрос. Там люди себя назвали по сословию, сословие вытащили свой родной язык, скажем, там башкиры сословие, башкирский язык. Вы же понимаете, что на самом-то деле башкирский язык был сформулирован не в 1897 году, а намного позже, когда уже национальная республика стала складываться. Вот. Значит, это вот второе дно, да, третье дно, важный момент, который тоже кидает тень сомнений и подозрений на эти исторические источники. Академическая дискуссия среди ученых по поводу вот этих вот этносов тоже есть вопрос. Да. Мы на канале «Татары мира» очень внимательно отнеслись к такой личности академической, как Раиль Гумерович Кузеев в Башкортостане, который, в принципе, северо-западный башкир, выходец, да, плохо разговаривающий на башкирском языке, в основном на татарском языке хорошо разговаривал, и он приложил руку к конструированию башкирской нации, в том числе и нам подарил такую проблему, как северо-западные башкиры, их история. Вот, в принципе, Бахтияр, большое спасибо за такую беседу. Спасибо. Ребята, еще раз вас прошу быть повнимательнее и писать именно конструктивные вопросы в нашем чате. В принципе, после значит, того, как вот мы пожмем руки с Бахтияром, не беспокойтесь, ссылка будет доступна на эту YouTube-трансляцию. Она чуть позже появится. YouTube за ночь просчитает видео, да, и вы завтра с утра, например, сможете просмотреть еще раз. А еще через какое-то время обязательно появятся, значит, тайм-коды. Здесь я по темам, как мы с Бахтияром обсудили, все это появится. Ну и выйдет, конечно же, текстуальная часть нашей беседы. Значит, Бахтияр, за интересную беседу. Спасибо. Спасибо.